Здравствуйте, меня зовут Бегайдар Юлькинур, я ученица 8 класса средней школы номер 86 имени Ахмеда Адилева. Разрешите вам представить презентацию на тему «Я выбираю профессию музыканта». Я вдохновилась этой темой и хочу связать с ней будущее. Кто такой музыкант? Многие любят музыку, некоторые ею занимаются, а избранным дан талант музыканта. Фактически музыкантом принято назвать не только тех людей, которые играют на разных музыкальных инструментах, но и композиторов и вокалистов. В принципе, термин «музыкант» применим к любому человеку, занимающемуся музыкой. История происхождения профессии музыканта. История такой профессии, как музыкант, берет свое начало в глубокой древности. Человечеству было скучно, и чтобы развеселить себя, они начали придумывать всякие разные инструменты, и вот тогда появились самые первые музыканты. Если верить ученым, то музыкальное искусство начало развиваться вместе с человечеством около 50 тысяч лет назад. Археологи обнаружили древнюю флейту, возраст которой составляет около 40 тысяч. Сегодня музыкальное искусство разделилось на множество направлений, такие как эстрада, рок, джаз, соул, хип-хоп, фолк и так далее. Актуально остается и классическая музыка. Почему меня привлекает профессия музыканта? Музыка – это не просто звуки, это особый язык, который способен перенести нас в другое измерение, вызывать мощные эмоции и передает глубокий смысл. Все началось, когда я случайно услышала мелодию, которая зацепила меня с первых нот. Я начала играть на различных инструментах, такие как скрипка, укулеле, тамбра и гитара. Каждая нота, каждый аккорд стал для меня способом передать свои мысли и чувства. Словно музыка стала моим вторым языком. Музыка – это моя страсть, мой способ выражать эмоции и делиться своими чувствами с миром. Инструменты, как раз таки, на которых я умею играть. Это дамбра, наш казахский национальный инструмент. А это гитара, которая впервые появилась в Испании. А это скрипка, родина которой Индия. А это укулеле, родина которой Гавайские острова. Известные мировые музыканты, которых я иногда слушаю, это такие как Битлз, Боб Дилан, Элвис Пресли и другие разные. Известные казахстанские музыканты, которых я предпочитаю: Амрик Ашаубаев, Фермик Серкебаев, Альбек Нишев, Кайрат Нуртас, Димаш Кудайбергенов и, конечно, наша гордость, наш земляк Батырхан Шукенов. Какими качествами должен обладать музыкант? Музыкант должен обладать такими качествами, как музыкальный слух, музыкальная память, терпеливость, настойчивость, целеустремленность, оригинальность и так далее. Плюсы быть музыкантом. Первое – исполнять произведения музыкальных инструментах в разной технике игры. Второе – понимать идею музыкального произведения и его образ и эмоциональную глубину. Третье – работать индивидуально в ансамблях, оркестре и в других местах. Минусы быть музыкантом – это очень высокая конкуренция. Второе – может наступить творческий кризис. Это бывает у каждого пятого музыканта. Третье – трудно выйти на стабильный доход. Четвертое – музыкой трудно зарабатывать. Пути получения профессии музыканта. Первым делом нужно окончить детскую музыкальную школу, потом пойти в музыкальный колледж, после этого в консерваторию и окончить институт искусств. Вузы в Казахстане, которые обучают молодых музыкантов. Первый – Казахский национальный университет искусств. Второе – Казахская национальная консерватория имени Курмангазы. Третье – Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова. Где может работать музыкант? Музыкант может работать преподавателем в учебном заведении, заниматься шоу-бизнесом, петь в ресторанах или кафе, свадьбах, устраивать дни рождения или другие праздники, работать в оркестре, филармонии, в музыкальных театрах. Будущее музыканта. Мои планы на будущее связаны с записью новых альбомов, проведением больших концертов и турне по разным странам. Я хочу поделиться своей музыкой с людьми со всего мира, чтобы она стала частью их жизни и принесла им радость и вдохновение. И в заключение хотелось бы сказать, во-первых, музыка – это свобода, она дает возможность выражать себя без слов, передавать радость, грусть, мечты и надежды. Когда я играю или сочиняю музыку, я ощущаю, что могу говорить со всеми людьми на универсальном языке. Во-вторых, я хочу приносить людям только радость. Музыка способна поднимать настроение, поддерживать трудные моменты, объединять людей. Мне нравится видеть, как мелодия заставляет людей улыбаться и задумываться. В-третьих, я люблю процесс создания музыки. Это захватывающе. Выбирать аккорды, сочинять мелодии, экспериментировать со звучанием. Это не просто увлечение, а настоящее творчество, которое делает жизнь интереснее. На этом все. Спасибо за внимание.